Четвертый год многодетная мать Наталья Колоколова борется за свою землю и свои права с государством. Администрацию округа, где живет ее семья, сначала выделила им участок в чистом поле, без дорог и коммуникаций. Наталья начала судиться с чиновниками, чтобы инфраструктурой их обеспечивали по закону, но вместо этого у женщины забрали землю. Данный договор не продлен ни одной из сторон. И, соответственно, данный земельный участок, согласно земельному кодексу, должен быть изъят у арендатора. Наталья утверждает, о необходимости письменного заявления для продления договора ее не предупреждали. В моем договоре написано, что я, если имею вот такую бумажку разрешения строительства, имею право на продление. Вы-то должны были что-то предпринимать по данному договору? Что мы должны были? Уведомление? Зачем? И на этот раз суд отказал многодетной матери в удовлетворении иска. Она настаивает, администрация изъяла землю намеренно, в наказание за ее активную позицию. Если не начать строительство на участке, государство имеет право его забрать. Но как строить без коммуникаций и дорог? А главное, как без этого жить? Я не добиваюсь вот кровожадности или крови какой-то. Я никого не хочу посадить. Я просто хочу, чтобы мои дети ни в чем и никогда не нуждались. Семья Олеси Курдюмовой получила участок в 2012 году. Коммуникаций не было, но за стройку взялись. Новоселья не случилось, дом сгорел. Чиновники говорят, чтобы не потерять землю, нужно срочно строить новый. Мы вновь должны построить жилой дом, чтобы этот участок нам достался в собственность. Такие случаи не редкость. Других соседей Натальи для продления аренды заставили поставить фундамент. Предложенный срок замглавы администрации был очень жестоким. 5-дневный срок. И вот представьте, многодетная семья где-то должна была изыскать финансовые средства, дабы вот только лишь чтобы продлить вот этот срок аренды. 2 года назад женщина продала однокомнатную квартиру, потратила материнский капитал и купила у администрации другой участок со всеми коммуникациями. Я не останавливаюсь ни перед чем, чтобы все-таки докопаться до истины. Ответа самого президента хочется по данному вопросу. Останавливаться в борьбе за положенную ей от государства землю женщина не собирается, но думает, что с учетом всех бюрократических проволочек ее дети вырастут быстрее, чем она добьется справедливости. Это дом моей мечты! Андрей Горелов, Елена Симашова. Для настоящего времени.